Света, что ты несешь? Бум-бум-бум, бам-бам-бам-бам. Кожны з нас нясе свой крыж, хтось маўчыць, а хтось крычыць, хтось за дом і за сям'ю, а хтось за краіну сваю. Калі бярэш такі цяжар, не для сторыс і піяр, тут не фільтр, не монтаж, ці па суці ёсць багаж. Света, што ты нясеш, што гаворыш, куды ідзеш? Кожнай суботай без прыкрас мы разбяром усё для вас. Света, што ты нясеш, тут палітыка ці трэш? Сяргей і Віталь без прыкрас раскладуць усё для вас. Бам-ба-ба-ба-бам-бам, ром-ба-ба-ба-бам-бам, бам-ба-ба-ба-бам-бам, ром-бам-бам-бам-бам. Хтось па Еўропе, хтось у стрым, у пастах гром, у справах дым, хтось абяцае цэлы свет, а на выхадзе толькі блеф. Тут эксперты, там гуру, а там каментар на вятру. Кожны нібыта пры справе, а па факце шум у траве. Света, што ты нясеш, што гаворыш, куды ідзеш? Кожнай суботай без прыкрас мы разбяром усё для вас. Света, што ты нясеш, тут палітыка ці трэш? Сяргей і Віталь без прыкрас раскладуць усё для вас. Калі хочаш быць у курсе, без лапшы, без куліс, Сяргей, Віталя, Віталя і Сяргей у прамым эфіры разбяруць увесь гэты міг. Бам-бам-бам-бам. Света, что ты несешь? Света, что ты несешь? Каждый из нас нешта нясе, у тым ліку нешта нясе і Святлана. Святлана, дзякуючы якой называецца наша праграма «Света, што ты нясеш». Вядома, у кожнага з нас свая адказнасць, свая ноша, у каго-то яна больш лёгкая, у кагосьці яна наадварот, як у Святланы, хаця мне падаецца, што ей ввогуле усё роўна, да? І на адказнасць, і на яе ношу. Проста ідзе чалавек па жыцці і ідзе. Паважанае спадарства, сёння хачу начаць з таго, што 21 мая гэта дата, якая прысвечана салідарнасці ўсіх палітзняволеных. Паважаныя, не ведаю, як сказаць, калегі, сябры, усіх, каго я ведаю, з кім я сядзеў у турме, з кім я прайшоў праз гэтае выпрабаванне. Также я усіх тых, хто пацярпеў праз палітыку, праз тое, што мы рабілі і не дарабілі ў 2020 годзе. Я всем вам хачу пажадаць моцы, усім вам хачу пажадаць сіл, каб годна прайсці гэтае выпрабаванне. І тым, канешне, хто ў Беларусі зараз, таму не сахар. І тым, хто за мяжой зараз у эміграцыі, тут таксама складана, шмат каму з нас складана. Вось, я думаю, што мы гэта пераадолеем, агораем, і ўсё будзе хорошо. Как казаў Уладзімір Сямёнавіч Высоцкі, усё будзе добра альбо плохо. Святлана Ціхановская да гэтай даты выпусціла чарговы зварот. Яна гэта любіць, ужо пусціла на прафесіянальныя рэйкі, слухаў і плакаў. Ну так яна прыгожа распавядала, так прыгожа. Кажа, выйсці з турмы гэта яшчэ не значыць выйсці на свабоду. І яшчэ яна сказала, што былым зняволеным патрэбна падтрымка і увага. І самае галоўнае, усё ж чалавек кажа правільна. Толькі, як мне падаецца, палітзняволеныя
таксама падзеленая у нас. Ёсць VIP палізняволеныя, якім усячаскі дапамагаюць, да, которых запрашаюць да сябе, да супрацоўніцтва. А ёсць звычайныя, которым даюць 300 еўра, вось, которые ходзяць без зубоў, альбо там са штыфтамі, да, як Віталь Жук, напрыклад. Вось. Так што давайте проста, сябры, многія кажуць, што я там накідваю спадарства, я проста як бы, ну, типа таго, што дзяжурны, понимаете? То бок, мая задача ў тым, каб, если хтосьці штосьці забывае, так я вось для таго, каб напомніць. І хачу зараз напомніць пра гэтую салідарнасць, якая ёсць у нашай суровай рэальнасці. Вось. І самы лепшы прыклад гэтай салідарнасці гэта сама сям'я Светланы Ціхановскай, да. Вось, яна так уставіла там сярошку свайго, вось, што я там увогуле, у меня слёзы пацяклі. Вось. Ну, давайте паглядзім, як гэта выглядае, да. Пакуль офіс Ціхановскай гадамі корміць беларусаў абяцанкай пра пашпарт новой Беларусі, который, блядь, они сделают, который будет, блин, нормальным документом, да, вось. Но насамрэч ён застаўся толькі у каляровых макетах, вось, і ў справаздачах донараў. Для самой лідаркаў, для яе сям'і бюракратычнага пекла замежжа ў прынцыпе не існуе. Не існуе. Возьмем звычайнага беларуса, які после таго, як адседзеў там, напрыклад, 15 сутак, 3 раза па 15, неістотна, адседзеў срок, ламануўся там у Польшу, у Літву. Што тут чакае такога чалавека? 300 там ці 1000 еўра, ну, зараз я не ведаю, ну, так, збольшага з кім я размаўляў, да, вось, год, паўтара, шмат такіх, чарга, каб, значыць, зрабіць сябе міжнародную абарону. Зараз складанасці адкрыць конта в банке. Хадзіў, вось у мяне жыве палізняволены, ходили у банки с ним, не открывают конта беларусу, хотя мне у 23-м годзе у студзені без усяких проблем, только приехал, только с цягніка мне открыли конта. Работают дэмсілы, работают для того, как беларусам было лепей. Зараз конта немагчыма открыть, мы не открыли яго ни у ПКО банке, ни в этом на букву С Саландер там ці як. Вось. І чалавек, шмат хто, ведаю такога суддзю, Казаровца, да, который с трепанацией черепа, пенсии ему польской хапает только каб снять кватэру, счастлив копеечной дапамоги. А ёсць как бы іншая каста, да. Вось. Давайте вось посмотрим на Сярожика, да, супруга Святланы Георгиевны, як хлопец уладкаваўся. Пасля торгоў вызвалілі яго, прыехаў чалавек у Літву, месяц-два, все, чувак не просто легалізаваны, все, ён уже робіць себе правы, да яшчэ на этот, на Хуана Карлоса, на нейкага, да, на лацінаса робіць правы, вось, за 48 доляраў. Вось, здымае пра гэта весёлае відэа з амерыканкай прыгожай, да, бачылі яго. Вось, і што гэта? Уключаецца магія высокага зелёнага калідора для Сярожа. А чым Сярожа лепш, напрыклад, чым той суддзя Казаравец? Чым ён лепей? Ну, мне насамрэч не зразумела. Латушка ж казаў, што вось зараз все чыноўнікі пайдуць за намі, перайдуць на бок народа. Вось чалавек перайшоў. І зараз марыць вярнуцца на радзіму, каб памерці у родных сценах. Вось. Жыве на 1250 злотых і на дапамогу сердабольных беларусаў з Віцебскай вобласці. Вось.
Ну як так? Чаму для сям'і Ціханаўскай і яе найбліжэйшага атачэння амерыканская і еўрапейская дыпламатыя працуе лепш як івент-агенцтва? Любыя дакументы, візіты, все оформляется. А вось трагедыя Вітольда Ашурка, пакуты Степана Латыпова, імёны тых яшчэ там тысячы з нечым плюс палітвязняў, якія да гэтага застаюцца ў спісах праваабаронцаў, асноўны хлеб офіса Ціханаўскай, іх вечны маральны шчыт, бясконцы апраўдальны білет перад заходнімі фондамі, і пакуль гэты боль існуе, пад яго заўсёды можна прасіць мільённыя гранты і выдаваць вось такія спичи, упоминающие: я сама жена бывшего политзаключенного, да. Вось, только вынікі у гэтых бізнесаў вельмі розныя. Я маю пад увагай гэты прыняццё грантаў, мы сёння будзем пра іх размаўляць яшчэ абавязкова. Звычайным беларусам застаюцца прыгожыя прамовы ад Святланы Георгіевны на Ютубе, якая заклікае трымацца. Іх чакаюць бюрократычныя правалочкі, не буду называць іх здзёкамі, таму што насамрэч шмат не зроблена нічога. Ну не то што нічога, ну я маю пад увагай, што мне падаецца, што дэмсіламі нічога не зроблена. То, што зроблена, зроблена людзьмі. Вось. І у міграцыйных службах. А для самой сям'і Ціханаўскіх там яшчэ там кубкі людзей. Вот, статус у них же, это же главный пакутник Ціханаўскі, остатние как бы, ну это ж просто люди, да, Ціханаўскі, ён же асноўны страдалец. Вось, і гэты статус паспяхова канвертаваўся ў шыкоўнае і абсалютна бесклапотнае жыццё на ўзбярэжжы Злучаных Штатаў Амерыкі. Каму вайна, каму турма, а каму сонечная Фларыда. Вось так, сябры, з такога я начаў. Ой, і Васіліна зноў начала. Калі я не памыляюся, Васіліна, дзякуй за донат. Сябры, яшчэ раз усіх палізняволеных я желаю вам моцы. Хацеў сказаць, типа, со святам, да, жартую, канешне, нет. Гэта не свята, моцы вам. Вось, і памятайце, тут таксама шмат падводных камяней. Вось, і я раю вам нейкім чынам спаўпрацоўнічаць, не быть одним, если вам не оказали нейкую дапамогу. І, можа, хто не ведае, паважаныя палітвязні, которые зараз выходзяць, прыязджаюць, за все гэтыя 6 гадоў не было створана аніякай сістэмнай дапамогі. То есть яна рандомная, да, і ў сувязі з гэтым закрыліся два фонды: BuyHelp і BuySol. А чаму? А таму што цьмяныя справаздачы, і гэта палізняволеныя, гэта добры бізнес. Я вас заклікаю не маўчаць, звяртацца, калі вам штосьці, ну, скажем так, у чымсьці адмаўляюць. Вось, не трэба думаць, што калі я там ноунейм, то как бы это. Давайте, потому что я уже ведаю, тут некалькі людзей написали жалобы у МГО наконт зубоў з кідалавам BuyHelp, которые ім не ўстаўляюць. Так што, сябры, тыя, хто ў Беларусі, скажу вам шчыра, калі вы можаце яшчэ прысесці, ну тады мусіць з'язджайце, таму што тут не сахар. І скажу шчыра, калі б я быў упэўнены, што мяне не пасадзяць, я, мусіць бы, і не з'ехаў. Ну, я не магу быць упэўнены, может быть, меня ніхто бы не чапаў, разумееце, но я просто очканул и съехал. Ну что, сябры, у эфиры света, что ты несешь? Я запрашаю у студию сур'ёзнага человека, которого вы все ведаете, Виталя Кондратенко. Виталь, здоров. Опа! И мы Здравствуйте, поменяли Сергей. студию. Здоров. Ну что, як у тебя Здравствуйте настрой? все. Ну, настроя у меня, конечно же, нету, потому что все знаете прекрасно по поводу гибели моего друга Тихона Клюкача. Вот. И вообще моя аудитория как бы вся знает прекрасно всю ту историю, которую нам вместе с ним пришлось пережить. Моя аудитория была, это те люди, которые за него пошли заступаться. Вот, вопреки всем этим СМИ. Но хочу я все-таки не с этого начать. Я
тебя слушал во время, ну, твоего вот этого вот спича, разговора, и многие вещи, то есть, которые ты говорил, они очень, конечно, интересные, но тем не менее. Допустим, ты сегодня видел статью нашей Нивы, где, по сути, обелялись тюремные крысы. Тюремные что? Крысы. Ну, те, Крысы? которые, да, те, которые стукачи. Не Нет, ты видел? ведаешь, я нашу Ниву как бы почитываю, конечно, чтобы быть в курсе, но как бы перавагу отдаю Статья, іншым. статья называецца «Ці трэба дапамагаць у міграцыі палітвязням, якія былі ў зняволенні стукачамі». Дискутировали Буневич и Луцкина. Как раз помнишь, что у тебя на канале было ты знакомая для тебя Ну да. фамилии, правда? Так вот, наша Нива, по сути, продолжает делать вещи, от которых становится реально мерзко. Теперь грантовые медиа практически занялись моральным обелением людей, которые в тюрьмах сливали других политических заключенных администрации колоний. Посмотрите, как аккуратно подается тема. Уже не доносчики, не стукачи, не люди, из-за которых кого-то могли отправить в ШИЗО, прессовать, ломать, лишать передач или угрожать семьям. Нет. Теперь это просто слабые люди, жертвы обстоятельств, люди, которых нельзя обсуждать. Очень удобная формула. То есть человек в колонии сотрудничал с администрацией режима, сдавал других заключенных, возможно, участвовал в давлении на людей, а нам теперь предлагают все это понять, простить и не, скажем так, переносить в мирную жизнь. Так и написано. Прекрасно. А давайте тогда вообще отменим понятие ответственности. Человек вредил другим, но он же слабый. Значит, все нормально, правда? Самое опасное в этой истории даже не сама дискуссия, а то, что именно как ее подают. Через эмоциональное размывание границ, через попытку брать моральную оценку. Что они там пишут? Не клеймить, не судить, не делать рахунки. Все были жертвами. А я скажу, что нет, не все. Потому что в любой репрессивной системе всегда были люди, которые ломались, и были люди, которые, несмотря ни на что, отказывались участвовать в травле других. И ставить между ними знак равенства – это плевок в лицо тем, кто выдержал давление этой системе. Особенно цинично звучит тезис о том, что потом откроются архивы. То есть сейчас предполагается молчать и ничего не делать, помыкать всем одинаково, не поднимать тему, а разбираться когда-нибудь потом. Удобная позиция для тех, кто хочет тихо растворить ответственность. Причем, обратите внимание, никто ведь не говорит о линчевании или лишении базовой гуманитарной помощи. Речь идет о другом, о моральной и общественной оценке поступков, о праве людей знать, кто рядом с ними в тюрьме сотрудничал с администрацией режима и вредил другим людям. Но наша Нива подает это так, как будто сама постановка вопроса уже мерзотна. И вот здесь возникает главный вопрос. Зачем грантовые медиа так настойчиво пытаются размыть понятие предательства? Потому что вместо защиты жертв доносов нам начинают объяснять психологию доносчиков. Потому что для нынешней среды это, по сути, опасная тема. Если начать честно обсуждать сотрудничество, двойные игры, слив информации и работу на администрацию, слишком много неудобных историй может всплыть не только про тюрьмы. И, скажем так, в ближайшем окружении офиса Светланы Ну, Тихановской. послушай, Пока ты так цікаво кажеш, ти так кажеш, как будто наша Ніва это нейкае аўтарытэтнае выданне. Наша Ніва это просто, ну реально, гэта сметнік. Ну, то бок і здзіўляцца, то есть тут трэба думаць, как бы і задаваць пытанне, каб людзі таксама задавалі пытанне, а навошта нам такое СМИ? Вось у чым справа. Ты ж Сергей, сам бачыш, да, я понимаю прекрасно, о чем ты говоришь, но пойми, в данной истории сейчас при количестве, при том, что наши медиа все захвачены,
каким бы сметником ни являлась наша Нива, она наиболее читаемая именно из-за того, что в нее в большинстве вкидывают деньги, в том числе и на рекламу. В том числе я даже рекламу видел, прости, нашей Нивы в российских агрегаторах, понимаешь? То есть, и это говорит о том, что, ну, то есть, они вот эти вот тезисы народу вкладывают в голову. Пока нам предлагают очередную порцию морализаторства о том, что стукачей нельзя обсуждать, осуждать, мы не будем двигаться вперед, потому что эти стукачи будут нас как бы окружать. Не как бы, так Запомни, они тяжело сярод нас. было всем, Ну но да. не все стали крысами. Ну, как бы і крысамі, там же і таксама яны ж легалізаваць пачалі СМІ нізкі статус, то бок лідараў, которые там праз што-то пашлі в нізкі статус, што ну увогуле для нармальнага мужчыны гэта ну просто жах і гамон, і все это, они таксама гэта нармалізуюць, што типа это нормально, ребята, я просто хотел убачыць сваіх дзяцей. І я прыведу прыклад таго ж спадара Лосіка, над которым здзёкваліся, і он такога не зрабіў. І гэта как бы ну за гэта я яго вельмі паважаю, то бок і ён ну і не вылазіць там нідзе з этим, нічога нікога не апраўдвае. Дык вось, давай все-таки, можа, ладно, что мы будем казаць про гэтые наши СМИ, которые там и дедок у них, которые там девочек, это, и тоже у них везде. Это ж не только СМИ, его ж падтрымлівает Кабанов, Паук, Я бывший просто хотел политзаключенный, бывший обратить политзаключенный. Это понятно, внимание на это то, понятно. что они там в основном все такие, и они друг за друга держатся, потому что как только упадет империя Тихановской, по сути, ну, если выползет везде информация про них, про та, которая в действительности есть, про тех же самых Коноваловых и так далее и тому подобное, то ты же понимаешь, что они боятся лишиться своих вот этих вот мест. И для Короче, этого они будут делать я все. с тобой цалком согласен, что люди, которые неким чином... Я их не осуждаю. Можно поломаться, можно пойти там... Но просто вас не повинно быть. И это не повинно нормализоваться. Давай все-таки поразмаўляем, дадим даніну памяти. Я просто вельмі шмат чую, вельмі шмат станоўчага. Просто ну, нейкі такі выбух про Тихона Клюкаша. Не ведаў я яго. Давай я нагадаю нашим гледачам, может таксама нехта не ведае, што гэта за чалавек, малады хлапец, у 18 год ён трапіў у пратэсты, вось. В 20-м годзе ему было 18 год, Тихон узял удзел у мірных пратэстах у Беларусі. Яго затрымалі, прысудзілі 1,5 года калоніі агульнага рэжыма паводле абвінавачвання ва ўдзеле ў дзеяннях, якія груба парушаюць грамадскі парадак. Праваабарончыя арганізацыі прызналі яго палітвязням. Сядзеў ён на пятнашке на Магілёве. У сакавіку 22-го года цалкам адбыў тэрмін. Клюкач выйшаў на волю і пакінуў Беларусь і неўзабаве паехаў ва ўкраіну. Улетку 22-го года ён далучыўся да беларускіх добраахвотніцкіх фарміраванняў. У прыватнасці уваходзіў у полк палка імя Кастуся Каліновскага, адкуль пазней сышоў. Вось. І 9 мая ён загінуў пры выкананні баявой задачы, аб гэтым паведамілі ягоныя пабрацімы. Вось так. І я могу зараз хотел бы вам просто поговорить, немножко поговорим про хорошего человека. Вось ён пасля ранення, аднаго з ранення, ён заўсёды вяртаўся на фронт. Прывітанне. Ды ўсё ў мяне добра наогул. Я так трохі здзіўляюся, што мне піша куча людзей, якіх я ўжо не памятаю, нейкія челікі, стройкі, якіх я не ведаю. Працей, вы паднялі ўсіх, каго маглі. Вось неяк так. Самаадчуванне, ну. А вось ён ужо праз тыдзень пасля гэтай размовы.
Вось 22 гадка хлопчыку было. 22. В момент он получил как раз контузию и, а, скажем так, он даже забывался, что происходило. Он оправился потом от контузии, но тот момент, который ты показывал, это когда первый раз прилет был, его хорошо контузило на тот момент. Вот, вообще, я с ним познакомился в 2022 году. Меня слышно, да? Да, добра на шутно. Вот, в 2022 году наше знакомство началось с того, что ему, ну, я его не знал до этого момента, но мне, грубо говоря, он написал с тем, что ему и его другу выписали депортацию из Украины, причем в страну походжения, в Беларусь. Мы попытались его вывести вместе со своей аудиторией. Я очень много денег на это потратил, но это не важно. Главное было, чтобы ребят попытаться спасти, да, то есть мы были на разных совершенно границах вместе с ними, пытались их вывести в Молдову, в Горчин, в Словакию, Польшу, но их везде разворачивали на границах из-за этого штамма. Вот. Потом в конечном итоге мы, благодаря тому человеку, который тебе не совсем понравится, Это не истота. Сергей, Какая розница, понравится мне, ты фактуру я, говори я, и всё. я просто рассказываю историю, да, то есть я думаю, ну, так как против нас все СМИ восстали, а, вот против, ну, то есть пытались всячески там назвать ребят агентами там чуть ли не КГБ и так Поясни, далее и тому подобное, выдумали почему. историю. Подожди. Поясни чаму. Чаму іх хацелі дэпартнуць, за што? Потому что я недавно распавядаў За- гісторыю, як хлопцы не захацелі служыць палку Каліновскага, хацелі служыць у БДК ці ў тэроры, іх праз гэта хацелі дэпартнуць. Каліновцы, вот этот на Р его там этот Михновец там был, эти Кабанчук, Хамут, Я понял, Мерседес там. я понял. Там история чуть другая была. Там история была про то, что хлопцы записали видео обращение к Светлане Тихановской, где раскритиковали ее, что она вообще не упоминает бойцов полка Костуся Калиновского, которых взяли в плен еще в 2022 году, и ну, россияне и все-таки не требуют того, чтобы этих бойцов вернули. Вот. После того, как они записали это видео, грубо говоря, произошла вот эта вот ситуация, в которой им выписали депорт. Им позвонил такой их, этот, как его, один из глав погони, в которой они находились, погони Сахачика они находились, под позывным «Марс», и сказал, есть аудио, снятое с телефона Тихона, о том, что за это, как его, депортом выписали за то, что нечего было обращаться к Тихановской в неуважительной форме. Ну, в общем-то, есть у меня это видео на канале в Ютубе, ну, то есть снято с телефона. Вот. И давай лучше по-хорошему. Первое самое сообщение я тебе переслал Тихона. Это вообще самое первое сообщение, с которого мы с ним познакомились. Оно 4 минуты. Продемонстрирую людям, потому что мы с Тихоном договаривались, что пока война не закончилась, я эту тему поднимать больше не буду, но после завершения войны мы будем искать и этого Марса, и все остальное. Тихон умер. Я сейчас ищу этого фрика, скажем так, который пытался устроить депорт
для 2 воеров. Так, ну что, ставим, друзья, ставим аудио 4 хвилины, так? Да. Поехали. Это, да, промова Тихона. После того, как я решил перейти из полка Калиновского в полк Погоня, это был июнь 2022 года, я, Тихон Клюкач, мой позывной Франц, в городе Львове встретился с представителем на тот момент полка Погоня Николаем Сикорским. А позже Николай Сикорский же рекомендовал меня лично Вадиму Прокопьеву, так я попал в группу аэроразведки, которую создавал Кирилл Якимович. Я лично проходил подготовку на территории Польши на базе в городе Жешов. А что касается людей, которые прибыли в группу аэроразведки раньше, они также проходили подготовку в Чехии. Позже мы всей группой аэроразведки приехали в Украину. Я прилагаю фотографию штампа в паспорте в связи с нашим переездом. Позже, в течение всего этого времени мы жили частично в Киеве, на Турханевом острове, в организации местная казахская сечь, на открытом воздухе, в палатках. А позже мы жили в хостеле, с которым нам помог, опять же, Николай Сикорский. В это же время нами было записано несколько видео, в том числе видео обращения к Тихановской с просьбой сделать что-либо для 2 бойцов-калиновцев, которые попали в российский плен. А также еще некоторые видео, в которых явно критики офиса не было, но которые с повесткой офиса расходились. После этого, когда мы уже прошли проверку СБУ, и нам было сказано командиром нашей группы, то, что мы все прошли полиграф, у нас с Каранкевичем Евгением, моим другом и человеком, который разделяет мои взгляды, сотрудники СБУ забрали паспорта, которые вернулись с штампом о депортации. Опять-таки, все фотографии мы прилагаем. Также мы прилагаем фотографию сертификата из школы аэроразведки, обучение в которой мы прошли, находясь в Украине. Так вот, мы получаем назад наши паспорта с депортацией. При этом кураторы аэроразведки со стороны переходного кабинета и якобы командиры погони, например, человек с позывным Марс, настоящее имя которого я не знаю, лично этот Марс подтвердил нам то, что наша депортация была устроена нам, офисом Тихановской, через и коррупционные связи в СБУ. Позже оказалось, что у нас просрочены визы, то есть в Польшу мы не можем выехать, даже если мы этого очень захотим. Кирилл Якимович, куратор группы аэроразведки, а также Валерий Сахащик, а также и Марс, и Опейкин фактически оказывать нам помощь отказались. Тянули время, то есть это выглядело так, что, ребята, вы уже никто, и вы нам просто не нужны. Собственно говоря, это вся история, и вот мы обратились за помощью к Николаю Сикорскому, опять-таки потому, что это был единственный человек, которому мы могли на 100% доверять. И вот уже Николай Сикорский, а также наш новый друг блогер Вирус помогли в данный момент, просто помогают нам покинуть Украину, выехать на территорию Молдовы, чтобы сделать себе польские визы уже на территории Молдовы, чтобы нам на территории Украины не грозила депортация в Беларусь. Такой вариант мы, к сожалению, тоже допускаем. Как-то так, все фотографии документов, штампов, которые у нас есть, мы вышли. Все. Ну вот такая вот запись. Ты что-то прокомментишь? Что я могу прокомментировать по этому поводу? Вот эта вот ситуация, это почему
Почему я сейчас предоставил эту аудиозапись? Это чтобы не было, блин, что это я там выдумал, либо еще что-то, как это любят писать наши псевдосми, да, то есть об этом говорит человек сам, своими словами, да, то есть и есть еще и стрим вместе с ним, и много-много чего еще. Так вот, в этой вот ситуации, то есть ребята попали под то, что их в 2022 году начали подводить под депорт. А теперь давай без любых предположений и так далее и тому подобное. Я просто скажу, что в 2022 году, когда создавались полки Костуся Калиновского, только, скажем так, и другие белорусские формирования, как бы белорусы посмотрели в сторону Украины, если бы произошла депортация двух добровольцев в Беларусь. Причем еще и мало того, что двух добровольцев, так еще и бывших политических заключенных. Вот как бы ты, вот, Сергей, я тебе задам вопрос, как бы ты на это посмотрел, если бы ты узнал, что двух добровольцев, допустим, депортанули в Беларусь? Ну как, ну дрэнна поглядел, ну что это за фигня? То есть это минимум подорвало бы отношения между белорусами с БЧБ и Не, ну гэта, ну украинцами. канешне, ну гэта Согласен? такое, ну это такой вельмі адмоўны, вельмі адмоўная тэма гэта, конечно. Ну, так вот, но в этот же момент почему-то все наши псевдосми, такие как наши, Нива, Еврорадио, Белсат и так далее и тому подобное, Зеркало, они все пытались приблизить всячески депорт ребят. То есть они по 2-3 статьи в день выпускали, и еще они до сих пор, эти статьи, как бы доступны, называя их там КГБшниками и так далее и тому подобное. Да, я бачыў. Бачыў гэты статьи. Да, да. Вот. Ну одну бачыў, Так про вот, Клюкаша бачыў. вот. Там ВСУ ни при чем было, там было совершенно другие спецслужбы. Вот. Так вот, ситуация в чем? Потом мы, ну, то есть по итогу у нас уже заканчивалось время на апелляцию, и в этот момент нам помогла Ольга Карач тем, что она написала, пока я ехал во Львов вместе с ними, она написала нам бумагу, как-то там она назвала, то ли стопор, что-то такое, да, то есть для того, чтобы затормозить это дело. И мы эту бумагу отправили в суд. После чего в коллегии адвоката Залужного мы нашли адвоката, который взялся за это дело, и, соответственно, после чего мы уже, грубо говоря, Тихон стал судиться, чтобы остаться в Украине. Насколько я знаю, там было решено все полюбовно. То есть Тихон остался в Украине, СБУ, на которое было подано в суд, можно сказать, типа выиграло дело, но Тихон остался в Украине. То есть вы все сами все понимаете. Я не буду объяснять, как это все делается. Тем не менее, после этого наши все вот эти вот псевдосми и так далее и тому подобное, когда я увидел, что они пишут о Тихоне, мне стало очень обидно по этому поводу, потому что они всячески пытались приблизить, сделать из него очередного политического заключенного. Кстати, впоследствии они точно таким же макаром сделали Еремейчика таким человеком. То есть, по сути, Еремейчика выкинули со страны, да, то есть и провели все то, что не провели тогда с Францем, с Тихоном, понимаете? Вот. Когда я увидел вообще кейс с Еремейчиком, для меня стало понятно, что это одна и та же схема. То есть это одна и та же схема того, как выкинуть человека со страны в третью страну, и после чего, ну, то есть, естественно, Еремейчика задержали и отправили в тюрьму. Схема одна и та же. Проблема нашего белорусского общества заключается в том, что на тот момент никто не захотел разбираться в этом, и по итогу случился Еремей. Понимаете? Если бы на тот момент происходила ситуация с
по Тихоном народ начал бы задавать вопросы и не спустил бы нашим силам это с рук, то, что они творили, то кейса Боверемейчика впоследствии не существовало. Понимаете? Вот история. То есть это история в том, что они в один раз не добились, во второй раз, может быть, кого-то добились, но это прошло тихо, и с Веремейчиком это прошло громко, и, можно сказать, они чуть-чуть легли на дно после этого, да? Но тем не менее, вы же поймите, что это одна и та же история. Просто история про то, что если ты не понравился кому-то там сверху из офиса Светланы Тихановской, начал задавать какие-то вопросы, а Веремейчик начал задавать вопросы о деньгах и Коррупция, обо всем остальном, кошмар вообще, да, так. коррупции, да, то, соответственно, тебя могут подвести под депортацию. И мы все знаем, что в кейсе Веремейчика участвовали люди, связанные с офисом Светланы Тихановской, а именно Кабанчук, Манько. как его, Манько, да, и так далее и тому подобное. То есть, и если в первый раз все кричали, что все это там конспирология, там и всякими другими нарративами это все дело называли, да, то в кейсе с Веремейчиком, когда он уже случился, то есть всем все стало уже понятно, понимаете? Но первоначально проблема была именно в том, что белорусы не захотели разбираться в том кейсе. И, грубо говоря, ты представь просто, какую мы тогда беду, да, не дали какой беде случиться. Потому что на тот момент, если бы случилась вот эта вот история, то белорусы бы в корень разосрались бы с украинцами, и, Ну, скорее всего, у истории нема сослагательного наклонения, как бы. Ну, если было, да, это было вельми дрэнно, но этого не было, и дякуй Богу, дякуй тебе. все бы пропагандисты, все бы офисники и так далее и тому подобное бегали бы и эту историю тыкали бы в лицо и говорили бы: вот Украина выслала. Ладно, Вот и хорошо. все. Слушай, давай, скажи мне, калі ласка, коротко адкажы на пытанне. Чаму Верамейчыку, калі ён был уже чальцом координацыйнай рады, чаму яму не зрабілі документы? Калі Тихановскому нараз зрабілі, сваім Он нараз зрабілі. не был удобен. Всё, Он понял. не был Все, удобен. понял. Хорошо. Для Светы он был никем. Слушай, и вот еще тут момент. Памятаешь, я 2 тыдні тому распавядаў пра гісторыю, как двух хлопцаў, якія не хотели служить в ПКК, сказали, что идут в террор, их таксама хотели выкинуть с краіны. То бок гэта таксама такі кейс правдападобны вельмі, да, ён ложится как бы в одну обойму. Я гэтаму не здзіўляюся, потому что я думаю, это просто жах. Вот в этом и проблема, в том, что нету института ответственности, репутации и так далее и тому подобное. Проще было обвинить там вируса, Люкача и так далее и тому подобное в супрацоўничестве с КГБ, нежели в действительности разобраться, в чем произошло. И белорусы сделали все для того, чтобы этот кейс сошел офису Тихановской с рук. Вот это реальность. Ладно, добра. Давай тады яшчэ раз памаўчым некалькі секунд. Слава героям, няхай пакоіцца с миром Тихон, сапраўдны беларус. Так, ладно, сябры, будем працягваць. Еще одну вещь, которую я хочу у тебя в эфире сказать. Никаких сборов на похование Клюкача не существует. И я, насколько знаю, не будет существовать. Я единственное, что у себя в телеграм-канале выложил, что если вы хотите приобрести венок на могилу, то вы находите венок, заказываете его, я его забираю, и когда на
похороны приеду, я этот венок завожу. Никаких денег вы мне не переводите, никому не переводите, вы сами там оплачиваете, и я просто заезжаю, забираю и завожу туда. Все. А коли будзе пахаванне? Никаких сборов нет. Мы еще не знаем, потому что Всё, сейчас понятно. на данный момент идет процедура, это как его, ДНК. Вот. Добра, Все останки добра. по ДНК. Ну, Добра. понимаешь, да? Ну, яшчэ адна дзіўная навіна, ну, на мой погляд, вернее, не яшчэ адна, а дзіўная навіна, на мой погляд, арыштавалі спевака Алексея Хлістова. Блин, ну я шчыра кажу, сябры, я не могу гэта вытлумачыць. Чалавеку забралі типа ліцэнзію, не давалі спеваць, ось, заблакавалі канцэрты, забанілі працу. Ён зарабляў у таксі. Ну, сам. Давайте поставлю, что казала его жонка. Мне очень грустно. Ночь я проведу точно одна, так как недавно узнала, что муж находится в Оклестино, непонятно за что. Я не могу понять, чему Лукашенко не может припыниться. Ну, бля, ну он же уже наказал, казалось бы, всех, кого можно. Уже кто там все молчать, все там, кто съехал, значится, у эмиграцию. Уже, блядь, эти люди с усходней внешностью спевают Караеву песни у коровниках, блядь, уже заменяет насельництво. Ну, бля, ну скажи, возвращайтесь домой. Блин, что мало ему, я вось не могу. Я не могу, и что они не могут остановиться, гэтые менты. Ці гэта уже, ці Лукашенко так трэба. Я вось шчыра, я не могу зразумець. Ну, блин, ну, Христов, ну, няхай даже ён там нешта, можа, і сказал. Ну, бля, ну, жил себе, нічога не рабіў, столькі гадоў. Вось, ну, навошта? Твоё меркаванне скажи. Честно, я тебе скажу, а что ты ожидаешь от режима? Режим не изменится, но, тем не менее, в этот же момент есть те люди, которые рукоплещут таким недополитикам, как Маша Красный Свисток, вот, когда они выступают и говорят, что давайте не трогать Лукашенко, с ним надо договариваться. Вот я тебе сегодня, кстати, тоже видео прислал по этому поводу, вот, где Маша его? Красный Свисток, да, поставь. Сябры, Вот. окей, сейчас ставлю видос. Он длинный, не длинный? Да, чтобы люди Нет, так он там не длинный. Там Маша Красный Свисток как раз говорит, не Ну, трогайте давай Лукашенко, будем давайте сказать, с не ним Маша Красный договариваться. Свисток, давай Маша Колесникова. Ну, мы же все-таки серьезная радиостанция. Ну, что ты? Все, сябры, увага на Он экран. нет, In у него 2020, Красный Свисток. Красный. I was fighting not against Lukashenko. I was fighting for people, for freedom, and so for free elections. And I think it's very big difference of understanding of strategy and understanding the whole situation. And even now, when I'm talking about the negotiations or engagements with Belarusian authorities, the first and the one reason are people who live in Belarus, are people who stay still in prison, are people who are in a dangerous situation because of their political opinions and so on. And I think it's very important not to fight with dictators in this way that now is done, because Lukashenko is already there from 94. It's more than 30 years, and nothing happened with him, with sanctions, without sanctions. He's go on. But when we are thinking about the people and about the country, but somehow it comes the time and the regime will end it. Lukashenko will go from natural or from other reasons, but the country have to be independent. Belarus has not to be a part of Russia. The Belarusians have to be prepared for this transition. And of course, that's why EU can put a little bit more attention of this another view, another strategy, not to fighting with Lukashenko, but to fighting for people and for their future.
Ну, я табе скажу, што я ў апошні час да яе, ну, это маё асабістыя сябры, так памянялася стаўленне да яе, она меня просто, ну, як бы драконіць раздражняе. Там вот эти сердечки, это её, как это, неуместная, не да месту жыццярадаснасць, ну, такое сабе, конечно. Ну, блин, і зараз тут уже не змагалася она з Лукашэнкам. І што? І Ну вось что, яна прадстаўляе беларусаў она таксама зараз. говорит, мало того, что она не змагалась. Да, яна это Но казала она і говорит, раней. мало того, что она не змагалась, так она еще и говорит о том, что не трогайте Лукашенко, давайте с ним договариваться. И снимайте санкции с него. Все, что она говорит. Это ж вообще трэш. Понимаешь, с Лукашенко санкции снимать нельзя. И причина проста. Пока в Беларуси продолжаются репрессии, политзаключенные сидят в тюрьмах, а страна используется как военный плацдарм России, давление на режим должно сохраняться. Но здесь, конечно же, возникает другой вопрос, против которого в реальности работают многие санкции. Потому что одно дело персональные санкции против Лукашенко и его окружения, силовиков, судей, пропагандистов и конкретных схем режима. И совсем другое — удары по целым секторам экономики, последствия которых в итоге бьют прежде всего по обычным белорусам. Когда закрывается транзит калия, Лукашенко не перестает жить хорошо. Его дворцы никуда не исчезают. Его чиновники не пересаживаются на велосипеды. Потери перекрываются на предприятия, перекидываются на предприятия, на рабочих, на логистику, да, то есть валютную выручку страны и в конечном итоге на население. И вот тут возникает неудобный вопрос. Если санкции годами не приводят к падению режима, но при этом делают вид, скажем так, что они якобы бьют по Лукашенко, но они делают беднее обычных людей, не пора ли честно признать, что нужна более умная стратегия? Потому что санкции должны быть хирургическим инструментом против режима, а не кувалдой по стране целиком. Тем более сейчас выглядит странно, когда США сами начинают обсуждать варианты смягчения вот этих вот санкций, ограничений на транзит калия ради мирового рынка и дефицита удобрения. А часть политической эмиграции продолжает требовать максимально жестких ограничений любой ценой. Так вот, здесь ситуация должна быть, и самый частый вопрос, который я задаю, почему санкции не то есть персонально не на режим Лукашенко вводятся, а на сектора, которые могут и бьют по населению. Белорусам нужна не экономика выжженной земли, а стратегия, которая одновременно давит и на режим, и уничтожает вот этот вот режим Лукашенко как опухоль. То есть она должна бить точечно в режим, но не в народ. Она павінна, но такога не здзяйсняецца. І мне падаецца, што наша оппозишн и Лукашенко, это такой режим Лукашенко, это просто симбиоз. Они існуюць одно для другого. Понимаешь? Ось у меня такое ўражанне, что з ім ніхто не змагаецца, ось, с режимом. И у них, ну, мне так падаецца, есть некие домовленности, понимаешь? Ось и все. Я буду подкидывать вам палітзняволеных, ось вам будут давать гроши, вы будете мою агентуру кормить в координаційній раді там, ось, і все будем жить. Главное, каб гроши не шли, главное, каб гроши распыляліся і не шли на нешта патрэбнае і на тое, што можа прывесці да нейкіх змен. Бо ты ж сам ведаеш, што все гэтыя грошы, што ідуць на беларускую дэмсупольнасць, это просто, ну, выливать их просто, ну, блин, кидать на ветер. Так, ну что, ты с Машей закончил? С Машей, да, я, в принципе, закончил, я уже все сказал по этому поводу, но я хочу все-таки, мы еще ни разу не переходили к чату, и вот мне нравится, Ну что да, здесь давай. человек задал вопрос Василине, а я хочу сам ответить на этот вопрос. А чем страшен Бабарика в двух словах Калиласка, да, то есть пророссийский Бабарика для Беларуси опасен не потому, что он хуже, чем Лукашенко, или
типа хуже всех, а потому что он мог бы стать очень удобной формой мягкого поглощения Беларуси Россией под красивыми словами о реформах, о примирении и нормализации отношений. Лукашенко хотя бы открыто торгуется и пытается балансировать, сохраняя свою вертикаль. И мы видим это, мы понимаем, что он враг. А здесь же мягкая политика идет. Вот сценарий Бабарика многими воспринимается как попытка привести к власти человека, тесно связанного с российским капиталом и структурами влияния, и под соусом либеральной альтернативы, понимаете? Главная проблема — его многолетняя связь с российским Газпромбанком. И речь не просто о работе в банке. Белгазпромбанк — это структура напрямую завязана на российские государственные интересы. В современном мире крупный государственный российский капитал — это не отдельная вещь в политике Кремля. Это ее инструмент. И вот тут возникает вопрос, насколько независимым мог бы быть человек, десятилетиями встроенный в эту систему. Особенно если учитывать, что для Кремля идеальный вариант для Беларуси не грубая оккупация, а управляемый, мягкий, экономически зависимый режим с более приятным лицом. То есть без уличного сопротивления, без национального пробуждения, без резкого антироссийского курса, но с постепенной интеграцией в российское пространство. Именно поэтому вокруг Бабарика так активно строился образ адекватного технократа, который якобы устроит и часть Запада, и Москву, и бизнес, и Германию, что самое главное. Проблема еще и в том, что значительная часть общества тогда смотрела не, скажем так, на него не на как политика с собственной идеологией, а как на анти-Лукашенко. А это очень опасная история, которая, видели с Тихановской, с чем привела. Когда человека поддерживает не за взгляды и стратегию для страны, а просто потому что, хоть кто угодно, но только не этот, не Лука, понимаешь? При этом многие неудобные вопросы просто выносились за скобки. Отношение к российскому влиянию выносилось за скобки, позиция по Крыму выносилась за скобки, вопрос белорусизации, независимость от российских элит, экономическая зависимость, он там кричал, что, грубо говоря, чуть ли не за единую валюту. Роль российских денег в белорусской политике тоже выносился за скобки. В результате создавался риск, что белорусы могут, скажем так, получить не настоящую независимость, а смену формы контроля с грубой силовой на мягкую финансово-политическую. Именно поэтому многие критики Бабарика говорили, опасность не в том, что он агент в плаще, а в том, что он объективно мог бы удобным быть проводником российских интересов, даже без прямых приказов из Кремля. Потому что влияние часто работает не через шпионские формы, а через связи, окружение, деньги, зависимости и мировоззрение самого этого человека. И наркозависимости. Ладно, я пошутил. Ой, Сябры, это тоже иногда бывает. хто забыўся паставіць падабайку, калі ласка, там націсніце, можа хто яшчэ раз паўсюдзіць эфір, буду ўдзячны. Вось, мы пераходзім у інтэрактыў, пераходзім у чат. Мы уже абмяркоўвалі Хэрі Дэвідсан пра фінансаванне, которое скарацілі до 15 мільёнаў, нібыта гэта так, бо сам Латушка мітусіўся, перажываў за гэта, да, напалову. Блогеры кажуць, слухай, вірус, не ведаю, блогеры кажуць, што ім прыходзіцца рабіць відосы на расейскай, бо YouTube не ведае беларускай мовы. Прасілі Свету вырашыць пытанне, але яна паклала на гэта болт. Я нічога такога не чуў, я на мове раблю. Не, это правда. Это правда. Ты на мове робишь, но, допустим, те же самые, субтитры и так далее и тому подобное. Короче, YouTube не воспринимает белорусскую мову. Ты робишь, все, что ты робишь, оно идет на ту аудиторию канала, которая там друг другу передали, друг друга у тебя на канал позвали,
пришли смотреть, и наработана там годами. Но она не проталкивается этими, не Ну, проталкивается алгоритмами. самим Ютубом, да, Ну, алгоритмами. я понял. Окей, Белорусскую понятно. мову он не воспринимает. В А лучшем случае, как я украинскую. думаю, что Георгиевне вообще пофиг белорусская мова, тому что сайт Светланы Тихановской, ён открывается на российской мове, а апошні раз стала, ну, в смысле, апошні час стала только на российской мове. Я захожу, и не только, ну, усе наши, типа, нібыта державные наши сайты новой вольной Беларуси, они все русскомовные, и Координационный Как совет, так само только они рады. А? закончится война, как только закончится война, Тихановская опять будет кричать «Мудлый Путин, мудлая Москва», как это она кричала до этого. Так, вчера человек в чате медиков в Польше спрашивал, где ему получить медпомощь бесплатно. Он политически заключенный из последних вывезенных. Как над ним издеваться начались. Немножко не понял. В чате начали издеваться. Ну, в каком чате? Ну, немножко непонятно. Мне тоже непонятно, у меня не было. Непонятно, да, чуть-чуть? Так, это мы с вами понимаем, что наша Нива помойка, другие нет, читают и верят, что там написано, но мы как бы с вирусом працуем над тым, чтобы людям адчыняць вочы. Вось я, дарэчы, видел гэтага хлопца на ресурсе Тихановской, который раней працаваў на БТ з міцеру, ён там у навінах быў, чытаў там нейкі верш. І я вам скажу, сябры, што ну мусіць ён не разумее, ну тыя палізняволеныя, якія мяне чуюць, яго проста вось выкарыстоўваюць для легалізацыі сваей, таму што ён хлопец разумны мужчына. Вось і бачна, што ён там перажывае, што он там шчыра, он жа даваў на токі інтэрв'ю гэтай Роўдзе. Вось, ну, гляжу, вершы чытаю, ну, думаю, ну, я-то нічога не могу казаць, вы разумееце? Ну, што яму там? Нічога не прад'яўлю, ну, проста так вось бачыш, што як чалавека выкарыстоўваюць, а потым замажуць і ўсё, і будзе там, можа, не будзе, пісаць дыфірамбы Тихановская, як дзядок там піша. Так, стрим на 60 повестки Ниву не перебьет. Да, не перебьет, я гэта вельмі добра разумею. Заметили, что Лосик, ну, Лосик как-то, они меня все повыдаляли. Насчет Лосика не скажу, но у меня все эти Кабановы, Жигары, вся это, то есть, хотя я никому ничего не писал агидного, то бок никого там не ображал, ну, ось, повыдаляли. Так, так в том-то и дело, что наша Нива зарегана как НКО. Да, они даже как бы не СМИ. Ну, это вообще, это такое нахабное такое выдание. Ну, это просто как бы конченый мусор, ну, как для меня. Ну, понятно, что на 100 человек, которые меня сейчас слышат, Они 127, даже не как НКО, они какая-то фигня с экспозициями да, вообще с зарегистрирована. диспозицией. Сергей только спонсоров приветствует, неправда. Обычных нет. Вот те разделение белорусов. Сергей, так, ага. Усіх, так, крысы сидят в СБУ, ну, не буду этого говорить, не знаю. Светка знову избирается во Украину. Держим за нее пальцы. Да, кстати, я смотрел Подоляк, ну, я так понял, что они просто мочили Лукашенко, и для того яны уже там сказали, да лучше уже со Светланой размовлять, чем с ним. Вось, ну, поедзе. А что она хочет? Сфоткаться По-моему, может, одинаково, что с Лукашенко разговаривать, что с Тихановской. Но вопрос не в этом, вопрос в том, что мне больше всего понравилось, и я это выложил у себя на канале. Там цитата была такая. Министр закордонных справ Украины Андрей Сибига поведомил про запланированный визит до Украины лидера демократических сил Беларуси Светланы Тихановской. Что он сказал? Украина контактует с представниками демократичных сил Беларуси, и один из лидеров цих представников є пані Тихановська. То есть один из лидеров цих представників. І ми будемо її вітати в Києві. Тому що для нас важливо підтримувати зв'язки з білоруським народом. Так вот, в этот же момент Сергей Беспалов написал, что Тихановская едет встречаться с Зеленским.
Где он это увидел, я так и не нашел, понимаете? Но вот видишь, вот, то есть глава МИДа сказал одно, а наши псевдо даже блогеры, да, то есть они увидели в этом совершенно другое. Даже то, чего там и не было. А псевдоблогеры это мы или они? Псевдоблогеры — это Беспалов. А вось тут Там, хороше. там их можно это, там, пивные бароны, алкоблогеры, это как его... Ну, пивные бароны — это наши Это Павлюченко и проспект, Отрощенков. да-да-да. Да, это как его алкоблогеры, это Мартынова и Миколка? Масловский и так Ну далее и ладно, тому ну не подобное. Там обзывайся на целые них, ну мы полки же такие. серьезные челы с тобой, ну зачем Что не, обзываться? что не обзывайся. Я Ну, тебе рассказываю, ну, это мой досвид, да, вот я понял. настоящий. В 2020 году я Масловского лично неоднократно будил на его же стримы, которые он просыпал из-за того, что он бухал. Поэтому то, что он алкоблогер, я знаю на все 100% со своего досвиду, да, то есть это раз. Это как его Мартынову тоже я знал лично, и она везде пьет, она без вина не просыпается. Поэтому и то, что она алкоблогер, тоже знаю. Про пивных баронов, ну, блин, да, они пивнуху Не, открыли, они пивные бароны, но... фісташкавыя хлопчики. Ладно, тут вот Ну, мне падабаецца заўвага ад Клімсерга. Я згодны цалкам. СБУ ищет засланных казачков и по наводке хватает неугодных офисам и кабинетам, но Забугу с его бригадой, бэкграундом в упор не замечает. Я лишу так само, да, я лишу, это мое меркование, что Кабанчуки, Манько, вось вся эта бригада, этот Махновец, это вельмі это сумневные мадама люди. представительница демократических сил в Да, Украине. да. У нее муж вообще в коррупционерах Украины сидит, и ничего. Ты про это, про Свету говоришь, с Координационной Рады? Ну да, да, про Да, да, Свету? да. Да-да-да, муж с сыном коррупционеры. Да, там, Да. короче, и все они там, да, вообще непонятно. Я согласен. Причем официальные коррупционеры Официальные, да, Украины. да. Это не то, что там кто-то написал в блоге какой-нибудь украинский блогер. Нет, это в официальных СМИ с судами, с прокурорскими там этими. Не чекайте ликости о злочинцам. Так, Ну, очень бы хотелось узнать, как решительно пресечь офисные безобразия? Я вот не знаю. Я вот все думаю, как мне выйти во Вроцлаве с каким хаслом. Вот я же предлагал, ребята, предложите. Я вот заробил фильм на польской мове про ЦБС. До речі, питання, які я задавал Михновцу с ЦБС, да, этому Копцу, Володя, они мне до сих пор не ответили. Прошло 2 месяца. Я думаю, что ли, выйти сказать: поляцы, gdzie są ваши податки? Курва! Co? Не, ну я не супраць, каб беларусам дапамагалі, вы зразумееце, но дзе справаздача? І если мне Міхнавец не адказвае, то ну значыць я буду звяртацца да польскіх уладаў, каб яны мне адказалі, куды ідуць грошы, таму што празрыстасць перадусім, мы ж будуем дэмакратыю, а дэмакратыя яна як бы прадугледжвае празрыстасць, яснасць ва ўсіх фінансавых справах. Сереж, Едем я тебе скажу по-другому. Честно говоря, видя, что такое демократия по-тихановски, мне становится страшно, потому что она точно такая же, как лукашенковская автократия. Так не, так подожди, так у меня ж так само ёсць пытанне тады і да еўрапейскай тэмы. Яны што, не ведаюць, што яны фінансуюць? Яны Вот, што, не бачаць, кстати, што яны робяць? Ну, каго яны кстати, да. фінансуюць? Кстати, да. Одна из сегодняшних новостей ты, скорее всего, пропустил, потому что она скажем так, незадолго до нашего эфира случилась, да, что в Литве произошла масштабная утечка из государственной базы реестров, и там могут пострадать и белорусы. В Литве Да-да-да. начали расследование после масштабного инцидента с государственными реестрами. Неизвестные лица незаконно получили доступ к базе данных и скопировали большой объем информации. По информации Литовской генпрокуратуры из системы Центра реестров могли быть похищены около 600 тысяч записей.
Речь идет о данных, связанных в основном с недвижимостью и юридическими лицами. Это информация, которая обычно не находится в открытом доступе, а предоставляется только за плату. Для политических мигрантов из Беларуси это может быть вопросом безопасности их адреса и сведения о созданных юридических лицах и сделках могут стать известны больше, чем им самим хотелось бы. Об этом, кстати, написала наша Нива. Вот. Что я могу сказать, да, то есть вот это вот, ну что, новая Беларусь, европейские ценности, безопасность, демократия, доигрались, да? Вот честно, люди уезжали, светили свои данные, регистрировали фирмы, НКО, покупали жилье, оформляли документы, потому что им рассказывали сказки про безопасность и европейскую защиту. А теперь неизвестно, кто получил доступ к массиву информации о том, где человек живет, чем владеет, с кем связан и какие сделки проводил. Телефоны и счета, говорят, не утекли. Спасибо, как говорится, только адрес квартиры политического иммигранта. Это уже подарок для любого, кто захочет устроить давление, слежку или провокации. И самое интересное в этом случае, да, то есть по данным следствия, вот эти вот атаки шли из-за рубежа, а использовались в том числе государственные системы. То есть вся эта кибербезопасность Европейского Союза внезапно оказалась дырявой, как решето. Вот вам и результат политики вот этого вот. И, кстати, не находите никаких параллелей с офисом Светланы Тихановской, да? Где людей массово загоняли в одну точку, убеждали регистрироваться, светиться, строить структуры, фонды и организации, а теперь огромный массив данных потенциально гуляет неизвестно где. И не факт, что не у режима Лукашенко уже он есть. Да, стопудово. Так, ну давай Вот она добьемся. реальность. Да, такова соляви. Ну что сделаешь? Мы что сделаем? Мы только можем поведомлять, и чтобы люди были на стреме. Значит, заувага по Хлестову. Режиму не нужен пример Хлестова, отовсюду запретили, но он не сломался, начал работать, остался медийным, а еще получил поддержку публики за поступок. Режиму нужен пример Протасевича, который прогнулся. Ну, я думаю, что да. Просто, понимаете, люди, которые непорядочные, непристойные, они у кожном пристойном чоловіке бачать такі докор. Ну, то есть яны глядяць на прыстойнага чалавека, да, і он им напамінае, якія яны гаўнюкі. Гэта вельмі как бы тычыцца ментоў. Яны ж, ну, беларускіх, я вось калі з імі, ну і чыноўнікаў таксама, но ментоў я з імі больш меў справу, яны, калі ты з імі размаўляеш, яны разумеюць, наколькі ты іх лепшы, і яны хочуць как бы зрабіць тебя, ну, лайном, каб ты опустился до их уровня, стал стукачом там или еще что-нибудь, или зарабил что-нибудь такое дрянное. И тогда ему уже становится, хорошо, и он тоже говно. Я еще не самый дрянный человек. Так, значит, кстати, что ты хотел рассказать про Кабанова, я, возможно, пропустил. Витольд, завтра я посвящу своему бывшему подельнику, поплечнику целый вечер, ну, в смысле, целый выход в эфир. Он будет для спонсоров и патронов, потом я сделаю его публичным. Вось, и он меня закранул у эфиры и оставил у гледачоў, на мой погляд, недосказанность. Я недосказанность намеки не люблю, и я вырашыў рассказать про яго. У меня есть цікавыя рэчы про яго, и завтра я про яго расскажу. И уже как бы поставлю на ім как бы кропку. Выкину яго как бы напроч со своего гэтага Не кропку жыцця. ставить, крыш на него ставить. Да. Пропоную так ваерам. Наконец-то там сколько у Франка фирмы квартир. Да, будет интересно, наверное. Пильнуйте свою особистую подстоловую бяспеку. Так, литовцы, а участие литовских таможенников и госчиновников в контрабанде из Беларуси расследует литовская прокуратура. Цалкам может быть. Сябры, поставьте, калі ласка, подобайку. Там в действительности
расследует, там 30, по-моему, человек уже задержали. Там расследование идет полным ходом, там сменилось в литовских, то ли в прокуратуре, то ли в полиции, я уже не помню, начальник, и начались чистки. И сейчас на данный момент, то есть мы увидели очень интересную штуку. Контрабанда из сигарет с вот этими вот шарами и так далее и тому подобное ловят. Ну, конечно же, понятно было, что с одной стороны запускают белорусы, с другой стороны ловят литовцы. Ну, мы же понимали это прекрасно, да? И продавали. Вот. И сейчас на данный момент бьют по литовской стороне по этой контрабанде. Сами литовцы. Так, ну что, двигаемся далей, рушым наперад, сябры. Віталь, у меня будет зараз даволі длинная промова. Я тебе, конечно, никуда не гоню. Ну, просто моя подувага, что Не-не-не, если хочешь, я схожу, чай тогда сделаю себе, окей? э, Отключу да, микрофон, видео и да, схожу себе да, чаек сделаю. давай. Ну, а я, поважанное спадарство, да, калі ласка. А я, поважанное спадарство, хочу нешта сказаць наконт выбараў у каардынацыйную раду. Вы бачылі там, скажем так, ну, не скажу, што супрацьстаянне, да, но бачылі, якія я рабіў відосы. Вось, і пра чальцо выбарчай камісіі, там пра Алену Прыходзька, якая з'яўляецца старшынёй, пра Ярослава Бекіша. Вось, што хачу падкрэсліць і, магчыма, ну, я не ведаю, для кагосьці, магчыма, патлумачыць, магчыма. Ну, я думаю, збольшага ўсе гледачы, якія на мяне глядзяць, усё цудоўна разумеюць, але павінен, на мой погляд, правесці растлумачальную працу. Карацей, у эфіры Еўрарадіо спачатку Прыходзька сказала, што яна працуе, значыць, як валантэр. А учора на паседжанні каардынацыйнай рады на апошнім гаспадар Бекіш прапанаваў камісіі, значыць, асветліць, значыць, варункі грашовыя, ну, з якімі яны как бы, ну, працавалі. Вось, я вам, значыць, раю гэты стрым паглядзець. Гэта учорашні стрым, ён знаходзіцца ў адкрытым доступе на сайце каардынацыйнай рады. Што мяне, забыл, как по-беларусски возмутило. Ну, ладно, неважно. Что меня возмутило? Меня возмутило, что вот эти заявления, которые я вам сейчас поставлю, они коротенькие, о том, что они работают как волонтеры, ну, это для меня как бы такі выклік, што яны лічаць мяне, астатніх беларусаў, ну, нейкімі такімі недарэкамі. Вось. І ну, гэта так падобна, ну, такая абсалютна лукашыская рыторыка. Вось, напрыклад, я вам зараз пастаўлю спадарыню Жылачкіну, і мы спачатку прагаворым пра яе. Ад сябе могу сказаць, што я прыйшла валантэрыць, і тое, што я чула ад вас, ад калегаў, нават хто разлічвае не на валантэрства, а на частковае пакрыццё сваіх працоўных часоў, усе пазначылі, што мы будзем працаваць, нават калі грошай не будзе, будзе супер, калі па новых дамоўленасцях каардынацыйная рада пакрое гэтыя выдаткі, але нават за Workspace мы дамовіліся, што так, мы скінемся сваімі грашыма. То бок усе людзі, усе мы, хто ўзяліся за гэтую працу, гатовыя былі і ёсць працаваць дармова. Тыя, хто пазначыў, што хацеў бы пакрыццё частковае часоў, гэтыя людзі яшчэ чакаюць, можа гэта адбудзецца. То есть вы разумеете, вы вообще разумеете, ведаеце, хто такая Алена Жываглот? І ёй выставлять себе волонтерку, ну, это просто нахабство. Пивные аналитики з Reform.by, Reform.Nevs пишут, что команда сумленных людей, а она там, по-моему, галоўная, мае 15-20 человек, якія працуюць full-time. Сама организация «Сумленные люди» пасля 2020 года зарэгілася ў Вільні і перайшла
да больш шырокіх задач. Грамадзянская адукацыя, крытычнае мысленне, антыпрапаганда і гэтак далей. Зараз мы заходзім на іх сайт. Паглядзіце, калі ласка. Паглядзіце. Значит, што там цікавага, да? Гэта праектная структура, якая працуе з медыа, тэхналогіямі і інфармацыйнымі кампаніямі. Это не гурток валантэраў, да? Дзе там паглядзіш, там я адзела, ну, напрыклад, да, танную кашульку, типа, і ў мяне нічога няма. Яны самі на LinkedIn апісваюць сябе як арганізацыю грамадзянскай супольнасці ў выгнанні, якая прасоўвае дэмакратычныя змены праз лічбавыя медыйныя кампаніі. Там жа яны заяўляюць, што ў 24 годзе іх кантэнт па грамадзянскай адукацыі набраў больш за 22 мільёнаў праглядаў па краіне. Ну, вы уяўляеце, как бы ўзровень валантэрства, да? Хто можа мець такі рэсурс? І адкуль ён? Самае цікавае, да? Ну, то бок, ну, ладно, цікавае, вы ж пойміце, сябры, я не супраць, што хтосьці, дзесьці працаўладкаваўся, да? Сеў на гранты, мяне, как бы, самае галоўнае, што гэтыя людзі, яны выступаюць ад імені беларусаў, нагло пиздят, что они, значит, волонтеры. Ну, понятно, что, возможно, за працу в комиссии вы и не брали денег, хотя они ждут оплаты от Координационной Рады. Но поскольку вы встроены в эту систему НДА, ну, это, блядь, для вас как внеклассное чтение, то есть это часть вашей работы. Ну, понимаете? Звярніце ўвагу на іхні, значит, это вот апошняя старонка Ютуба. Бачыце, ёсць зусім как бы мало праглядаў, 354, 227, 594, 2000. Но если опуститься ниже, у іх там как бы і прагляды таксама, ну, бешаныя, то есть яны трацяць таргетинг. Вось. На гэта. І на сайце у іх напісана ввогуле на незразумелай мове. Палову на рускай, палову на беларускай. Вось. І скажу вам, што гэта не сайт для людзей. Зайдите на гэты сайт, я вам там, я скрыны уже выдаліў. Поглядите, это сайт для донорских справоздач. Они там полностью отчитывают. Там херова туча проектов, которые яны ведуць. І то, што яна, напрыклад, прымае ўдзел у выбарчай камісіі бесплатна, да магчыма, да потому што ей похер это. Это как бы частка яе працы па прасоўванню дэмакратычных каштоўнасцей. То бок яна, як я думаю, я нічога не сцвярджаю, сябры, як я думаю, яна просто з другога бярэ і гэта ей аплошваецца. Разумееце, там 26 праектаў самых розных, там пачытайце, там сам чорт ногу зломіць, там ну, там нормальные грошы. І гэта YouTube гэта пацверджвае. Бачыце, када няма таргетинга, да, 500 праглядаў. Калі ёсць таргетинг, ну, магчыма, там тэма не та, но ўсё роўна. Там вялікія грошы адносна, да, і поэтому не трэба, як бы, ну, распавядаць нам, што беларусам, што мы такія дурачкі, і распавядаць, што типа жылачкі на жылаглот, яна выпадкова апынулася каля выбараў. Ось. Яна прадстаўнік вялікай праектна-медыйнай інфраструктуры, якая працуе вообще с этими дымсіламі, разумееце? Ось. І выбары это працяг яе асноўнай дзейнасці. Ось. Зараз глядзім наступны каротенькі ролик, это будзе відэа спадара Бекіша і Прыходзькі. Выбарчая камісія не атрымоўвала грошы за сваю працу. Дамоўленасці, якія былі за 4 месяцы, пакрыцці некаторых выдаткаў часткова толькі адбыліся. Лена, калі ты прыязджала ў Варшаву на Коли были семья, пользу свой куш, але
Але ёсць абяцанні з боку каранцыйнага. Дзякуем, што яны пакуль ад іх не адмаўляюцца, што тыя выдаткі, якія мы прасілі іх на пачатку кампаніі пакрыць, што яны іх все ж таки пакроюць. Кто такі Ярослав Бекеш? Он просто ветеран грантавай гэтай тэмы. У 24 годзе наша Ніва апісвала Бекеша як тэолага-рэлігіязнаўцу, магістра паліталогіі ЕГУ, экс-каардынатара зялёнай сеткі, былога члена кіраўнага камітэта форуму грамадзянскай супольнасці ўсходняга партнёрства, былога члена праўлення Еўрабеларусі, а таксама чалавека з досведам назірання на выбарах у Беларусі, Малдове і Украіны. Ён звязаны з каардынацыйнай радай. Вось, ён у польскім рэестры на ставазрашэнні АЭСТ пазначана, што Ярослав Бекеш з 5 сакавіка 2026 года з'яўляецца членкам органу надзору, членом органа нагляду. В этом же реестре с ним, Сергей Стальмаков, Егоров Андрей, Андрей Колос, ваш голос, Кнырович, понимаете? Вось, і тут оказывается, типа, что Бекеш прыйшоў як выпадковы волонтер попрацаваць, значыць, да, на благо. У меня пытанне, зачем? Что вы гоните? Зачем вам там працаваць? Вы же, та же эта Лена Приходько говорила, что в Координационная Рада это кишенная, что там, значит, люди, которые там, они преследуют свои меты, свои интересы. Это она сказала год тому. Так какого хера ты опять туда идешь? И тем более бесплатно? То есть вообще понятно, да? Но, нам говорить, что вы волонтеры, да ну его нафиг. Вот глядите, Алена Приходько, да, официально, да, она официально заявляет, что типа, если не кормить СМИ грантами, то их не будет. Это просто, самая звычайная грандосмочка, да? Грандосмочка. Чомусь не любите, когда их так называешь. Кто она такая? Журналистка, какая-то там расследовательница, медиа-менеджер, громадская активистка. Тоже у этой координаційнай раді была уже двойчы в выбарчай комиссии. Зараз знову узначалила. Вось. Ну и что? Тут я уже много про нее не буду рассказывать, я тут про нее выбрал. И какое там у нее волонтерство? Что она, выпадковая жанчына з вуліцы? Нет. Я что хочу сказать, что гэтые три особы, гэта частка системы, якую тут збудавала Тихановская, частка грантовой тусовки. Они не выпадковые люди, они, да, это Баба Лена, они обслуговывают гэтую систему. И если они скажут, что мы там не будем, например, да, то дзесьці яны страцяць фінансаванне, может их вообще пошлют. То есть, а яны система. И хочуць нам сказать, вот что меня, мне вельми неприемно, то, что они врут. Понимаете? То, что, я уже сказал, да, им, возможно, за это не заплатили, но в целом они все равно, как часть системы, лукашисты что же не везде получают деньги, да? Они знают, что они потом с другого финансирования себе возьмут. Ну что ты там, попудрил нос, чувак? Я говорю, Ермошина на выгуле, это раз. А во-вторых, я вот пока тебя слушал, да, скажу так, что многие люди почему-то делают вид, будто честные люди — это какая-то абсолютно непонятная, независимая гражданская инициатива, возникшая сама по себе из воздуха. А вот теперь давай честно и вспомним историю, да? Это был проект, выросший из экосистемы конкретно Бабарика. Можешь в интернете посмотреть. Из его штаба, его окружения, его подходов и его политической философии. И здесь начинается самое интересное, потому что Бабарика многим продавали как адекватного технократа. Мол, спокойный банкир, без радикализма, без конфликтов, умеет договариваться. Но вопрос, договариваться с кем? С системой? С российским капиталом? С номенклатурой? С теми, кто десятилетиями держал Беларусь в зависимости? И вот эти честные люди как раз очень хорошо отражают и отражали этот подход. Не ломать систему, а мягко ее типа переубеждать. Но это то, что они рассказывают.
не строить национальное сопротивление, они против национального сопротивления, а уговаривать чиновников быть хорошими. Это у них там прописано вот подкорке мозга. Точно так же, как они нигде не говорят о российском влиянии, а делают вид, что этого вопроса вообще нет. Именно поэтому у многих тогда возникало ощущение, что под видом новой Беларуси людям предлагают очень неудобный для Москвы сценарий, без резкого разрыва, без национального пробуждения, без люстрации, без серьезного разговора о зависимости от России. Кстати, где-то было там жилочка, как Жилочкина, она же Живоглот, рассказывала, что она против люстрации и так далее и тому подобное, да? Вот это вот Да я так не себе бархатная здзіўлюсь, да я Беларусь. не здзіўлюсь. Я кажу, меня просто Ну, вырубает, что гэтые люди, бля, якія, бля, типа строят демократию. Какую демократию? Да нахер вы нужны? Вы просто, ну, как это по мне, такая демократия. Потому абсолютно... что они... Демократия у них через Газпромбанк, блин, понимаешь? Вот и все. Они создавались, вот эта экосистема «Честные люди» создавалась Газпромбанком, бабариканами. Ну, да Так понятно, что, да вообще ну их нафиг. Я просто хотел сказать и глядачам, и заодно и им, что как бы все зафиксировано, короче, и работа проведена по тлумаченню. Какие вы волонтеры, и идите вы нафиг. Вот. Так, ну что, сябры, я сдал экзамен на 2. Скоро у меня будет уже А3, потом А4. А когда у меня будет А4 по польскому, у меня будет шмат просмотров, как у Влада Бумаги. Понятно? Вот. Если вам нужен хороший наставник по польскому, звяртайцеся да мяне, хто понял, што застаецца ў Польшы і будзе атрымоўваць грамадзянства. Б1 трэба здаваць, так што звяртайцеся, я вам параю. Скіну спасылкі на гэтую школу і на настаўніцу. Так, ну что, сябра, ты что-то скажешь или я луплю дальше? У меня новина есть про твою подружку, за которую ты раньше там топил по беспределу. о, Ну что, сябры, увага о, на... А? Смотри на экран. о. У тебя работает звук вообще? Ну, у меня звук работает только, когда я сам включаю себе в наушниках Ну, со я... стрима. Ладно, читай, она будет по-английски Не говорить. важно. Читай, что там написано. We have to invest into people, into their education, for them to understand their responsibility. And so that's why when I'm asking for assistance from to our democratic movement, just say you have not to support dictators or try to re-educate them. Or appease them. You have to invest into people who really want to build democratic society. Of course, we are lack of specialists at the moment because for 30 years we lived in dictatorship. But now it's high time to prepare new professionals for future democracy in Belarus because sooner or later we will win. Of course, a lot depends on the outcome of the war in Ukraine, but we have to be prepared. So I ask you to engage Belarusian students, Belarusian young people, just in your democratic programs for us to be prepared in the future, to take the power and build really democratic society. Do you understand? Короче, яна зноў просіць інвеставаць у будучыню дэмакратычнай Беларусі. Сябры, каб вы разумелі, я не супраць дапамогі беларусам, не супраць дапамогі беларускім студэнтам, маладым спецыялістам, грамадскай супольнасці. Проста ёсць адно пытанне, яно не закрытае. Нельга бясконца прасіць грошы на дэмакратыю і пры гэтым унутры, сваіх структур жыць без нармальнай справаздачнасці, без празрыстасці, без адказнасці і без павагі да крытычных пытанняў. Што она просіць, на палітзаключённых сейчас на это? Дэмакратыя пачынаецца не пасля перамогі. Какая перамога? Будет ли она? Пытанне. Яна пачынаецца зараз. Показывайте, отказывайте людям, показывайте бюджеты, показывайте, як проводите выборы, а не то, что член комиссии кажа, что там есть проблемы, я задаю пытание, это, DOS-атака. Ну, вы понимаете, так лукашисты не отказывали, что DOS-атака, на все письма отвечали. Вот, а то атрымоўваецца прыгожа. Донорам, словы про демократию, культуры демократии, а белорусам типа поверьте на слово.
Никто вам уже на слово не поверит, не позорьтесь, блин. И не делайте из нас, блин, дураков. Ездят, просят там. Напросила, що Сережа там квартиру купили во Флориді. Нормально напросили. Є ще хочеться? Ну, слухаю вас, спадар вірус. Що ти ржеш? Насосала. А? Насосала. Не, ну перестань, давай так не будем. Это она была в Праге, тоже там, где Маша, да? Любительница Лукашенко. Мгм. Слухай, Но что думаешь, что честно, думаешь? мне совершенно смешно, блин, постоянно это как его слышать от Тихановской про независимые медиа, когда они полностью зависимые. Ну вот Да это они вообще, просто, это анекдот дня. мало того, что они полностью зависимы, они еще просто калечные, там, ну, походу работают просто какие-то отбросы профессии, там, или могут в огуле непрофессийные челы. А что ты хочешь? Они все обучались в Беларуси у пропагандистов. Они, кроме как быть пропагандистами, не умеют, не умели и первоначально не были под это заточены. Их Сара, ну первоначально, вот они я не знаю. поступали, когда на свой Меня журфак, запросили, их, подожди секунду, их там обучали такие же, блин, люди, которые обучали и Озаренка, и всех остальных. Они вот яблони от яблони. Яблоко от яблони, извини. Но короче, я просто еду в Беларусь, меня белорусская, значит, комсомольская правда в Беларуси запросила на працу, я думаю ехать. Слушай, скажи, Калиласка, что ты думаешь по поводу того, что спадар Бекиш сказал, что он уже 1,5 года працуе, каб мне выбить финансование? Что это было? Я не зразумел. Ну ты же это я слухал. думаю, что Бекиш просто балабол. Балабол. А комсомольская правда? Ну, я так посмотрел, что это полный фейк, потому что этого пацана Александра Коца, он вообще, вот видишь, где-то там какой-то военный корреспондент, и он имел дочинение до Беларуси. Ось, там что-то с адресом не то. Ну, я думаю, что они бы мне, широко кажучи, не писали. Я Я, дум, думаю, я, что я этот думаю, что это фейк Жигарь. Я был... думаю, это Жигарь. Я тоже думаю, что это Жигарь, если честно. Я стал подбамбливать Кабанова, и что-то, ну, пошли какие-то движи. Там уже стали писать, что я КГБшник. Я, короче, людям говорю в Фейсбуке, а там же такие люди на аватарке балкон, да? Я говорю, так давай, выйдем в эфир, ты меня запроси до себе. Я на все твои пытания расскажу про этого малого, да? Про этого, про Либера. Вот, откажу на все питання, там, які задаш, які хочеш. А не, я с кагибистом не буду размовлять, там, ну так, блин, ну так мне непонятно. Ну давай меня поговорим там, ну. Ось. Там, дякуй за донат, Олесь А Стейн, когда дякуй ты, за донат. Что? а когда ты у него спрашиваешь, ну, у этих людей, там, типа, какие у вас есть доказательства, даже, Да я даже спрашивать не даже хочу, это просто косвенные, все пошло в одно время, я они, торпедирование. ну, Понимаешь, то есть, что мне они спрашивать? начинают сразу же бегать и это, как его, в лучшем случае матом ругаться, в худшем случае это. Я уже их поведение наизусть знаю, понимаешь? Просто наизусть знаю. Э, Кстати, недавно уже более интересные такие боты пошли. Я тебе потом в личке про них расскажу. Пока что они выгодны. Да. Вот. Потому что они еще сами не понимают, что они делают. Но вот это как его... Ну, вот недавно совсем, скажем так, твой эфир порезали и начали его распространять за этот, совершенно вырезав фразы из контекста, там, где что было неудобно, увеличив скорость в 2 раза и так далее и тому подобное. И я вот эту вот ситуацию видел уже неоднократно, так делает пропаганда, и этим делом занимались мусорята. Вот это Жигарь и компания, блин, очередной канал по типу «Троянского коня» создали, где, не имея к чему пристать, они уже начинают докапываться
не то что до каких-то частностей, а вырывать фразы из контекстов. Вот. И здесь уже очень интересно. На одно такое, на одно такое видео уже подцепили, как ее, как же ее зовут, забыл. Сейчас, секундочку, в Facebook зайду, я точно скажу. Facebook, вот он. Так. Ой, что это у нас тут такое? Сейчас. Вот она. Федоренок подцепили на одну А, такую вещь. Она, да, Федоренок. долго не Хорошая думая. женщина. Это Да, хозяйка да-да-да. хостела. Ой, хостела. Да-да-да. Она вырезала часть нашего эфира с Ольгой и, не понимая, не слушая, что там вообще происходит, просто выложила, и ей уже там напихали по полной программе. Ну, Федоренок себя показала с наилепшей стороны, поэтому мне это нравится, потому что я щас просто залажу там в комментарии, да, то есть и вижу, как человек, ну, то есть вообще люди, да, пишут по поводу, и что в этом видео, а вот ты сама ли это слушала и так далее и тому подобное. И мне нравится. То есть там настолько тупые боты пошли, что вот эти вот люди, которые там сидят и просто постят все, что угодно, главное, что против нас, да, они просто обсираются, репоща вот эту вот Да низкопробную ладно, совершенно. да ну їх нафіг про них говорить не цікаво. Тут Ну, ты такое говоришь не цікаво. А мне все время цікаво было, потому что их этому, ну вот Жигаре и всех остальных, да, учил делать это все Лупоносов. А Лупоносов, он в свое время был человеком, который фальсифицировал дело и фальсифицировал видео про Сергея Тихановского. И вот он работает с офисом Тихановской, и у них все нормально с головой, да, то есть при этом они, ну, то есть хорошо как бы это воспринимают, да, хорошо. То есть человек был фальсификатором уголовного дела на Тихановского. И Да это, слушай, да и вот этот это вот начальник вытрезвителя Жигарь тоже. Я просто скажу, у нас же доказов нету, ну понимаешь, то есть мы, в смысле? В смысле? ну я ж не могу Лупоносов сам лично об этом сознался в эфире. Ты о Нет, чем? ты не Что понял. доказов нету? Я про доказов нету, что это мне прислали, ну, за прошение Жигаря. Я просто так думаю, вот и все. Так, ну, то, что ты, это одно. А доказы у меня, что канал этот опять Жигаревский, у меня уже есть. Все хорошо, не парься. Ладно, что тут? Кстати, вот хочу отказать, так, Йокин Цукенбергу. Он пишет, что значит, Жилочкина говорила, что она там типа... Живоглот сказала, что волонтерить в КС не надо перекручивать. Я не перекручиваю, я просто хочу сказать, что яны трое зрабілі смешную заяву, что они типа волонтерят, вот, и что им еще КС, возможно, заплатит, но если не заплатит, то и фиг с ним. Вот. Жилочкина каждый раз возникает тогда, когда происходят любые выборы. Они Начиная от, легализируют. Это разве можно назвать выборами 2000 человек? И они Нет, подожди. легализируют процедуру, понимаешь? Ну, Сергей, ты да. чуть-чуть, ты тогда сидел, она, кстати, как его, призывала пойти и проголосовать на референдум Лукашенко, который происходил 27 февраля 2022 года и так далее и тому подобное. Она всегда призывает и возникает, когда надо зазвать народ на голосование. Даже к Лукашенко. И всегда призывает туда. Нет, я просто к тому хочу сказать, что яны сябры системы, яны гэтую систему будуюць. Ну, а нам кажут, что яны там типа, для чего они там, для чего они были в этой выборчей комиссии, хотя яны на гэтым паседжанні крытыкавалі и политиков, и что координационная рада лайно.
Ну, так а з чаго вы яе легалізоўваеце? Таму што вам гэта трэба, каб вы маглі далей існаваць. Ну, вам гэта трэба. Што самае цікавае, што на мяне Бекіш абражаецца там на Фейсбуке у нас там была з ім как бы, ну не то што перапалка, вось, і ён типа абражаецца там на мяне, крыўдуе і кажа, что ты не понимаешь. И вот это вот, блядь, самое такое, ну вот прикольное, как говорят чиновники, да, и как говорят вот эти вот грантосмоки, или как мне Кабанов говорил, да ты не понимаешь, бля, да что мне понимать, я что, дурной, если чувак состоит в аисте с Кныровичами, будучи членом комиссии, так что, мне, бля, сложно объяснить, что это не аффилиация, что это не заинтересованность, например. И зачем тогда ты бесплатно работаешь на этих выборах, ты все время сидел в этих ВНКОшных проектах? Что ты мне будешь, что я не понимаю? Я понимаю, что это твое жыццё, что это твои грошы. Просто мне не подобается, что такие, как ты, Бекиш, как эта Лена, про жилочку я вообще не говорю, она такая скользкая, что вы кажете, что вы что-то робите для Беларуси. Какой, блядь, Беларуси? За захадные гроши. Кто вам платит? Чьи вы интересы просовываете? Что, я тоже, блядь, не понимаю? Хочете сказать, что Захад дае гроши, каб Беларусь стала вольнай? Дае гроши Беларусі праз вас? Таких людей, якія на пытанні не адказваюць, на простыя пра бяспеку. Ну, навошта это Захаду? Патлумачце мне. Вы Захаду для таго патрэбны, каб выконваць тое, што яму патрэбна, іхнія задачы. Вось. Ну, это мое меркаванне, прабачце, можа я з вельмі простым языком кажу, я ж там не употребляю слово агенда или там сервильная. То есть, блядь, у них такая херня, знаешь, как вот в этих книжках Куприна или там Достоевского, где любят вставить словцо английское, типа, блядь, ну мы же там типа, ну, знаем мову ангельскую. Тут стоит, кто-то просит телефон. Так, организуйте СОВИ в институте, легитимизируйте через голосование. Ну, я широ скажу, нет. А, кстати, сказал этот Бекиш, я в это все не верю, это просто все полное говно. Бекиш сказал, что не верит, что будут еще выборы УКР, что это будет опошний раз. Ну, не ведаю я. Они же все рассчитывают. Этот, блядь, Либер сказал, что он там свои гроши вложил в эти выборы. Ну, такой он дурной, бля, да? Он, может, что-то и потратил, но с учетом того, что заберет-то он больше, если получится. Вот, так что, ну, такое себе, да? Так, сябры, ну что, давайте сейчас рассмотрим тут чувачок, любимый политик Виталия Кондратенко выдал вещи. Вот, сейчас я вам покажу видосик. Мать, кого ты опять ко мне приписала? Да. Сейчас смотрите на экран, смотрите на вещи, что делает политик, бля. Вот это да. Everybody going out of the skin. See, we get to the end, but that's where we begin. You feel it? Mannequins and we breaking out and we breaking the codes. Similar to the jack who stole to the depths in your wet, so you take explosive, get it out. Send your body to flight. Everybody got a target tonight. Everybody come along for the ride. All you studs and your duds and your ladies is fly. Grip the moment like you're gripping the earth. Feel a weight and you're feeling the girth. Now you get it, now you're feeling your worth. Fitness and you're using everything to hurt. Ну что, познал нового спикера Координационной рады, наместника Павла Латушки в НАУ, Артем Брухан, взял, постригся наголо. Я думаю, что это самый значный палітычны ўчынак у ягонай кар'еры. Ён пагаліўся, вось прычына. Ну, я не ведаю. Брухан? Что ты там пищишь? Это Брухан? Брухан, ты что, не узнал его? Блин. Это Брухан, да. Прычынай для гэтага высокага акту дзяржаўнага маштаба стала тое, што на выбары УКР прыйшло агулам 2000 чалавек, а ён там казаў, што типа ён аголіцца нагала, калі прыйдзе менш чым за 5. Вось. І вось гэтая сітуацыя, сябры, яна ідэальна паказвае увесь узровень і цынізм сучаснай мігранцкай номенклатуры. Да? Я думаю, там брэсцкі аблвыканкам просто ссыцца под столом, смотрит на коллегу на бывшего. Вось. І цяпер мы, сябры, дакладна ведаем, якія абяцанні Брухана і ягоных калег маюць хоць нейкую вагу. Калі гаворка ідзе пра нешта рэальнае,
пра рэальную працу, пра рэальныя змены, пра нацыянальныя інтарэсы, ці ўплыў на сітуацыю ў Беларусі, ці ўплыў на нейкія справы ў эміграцыі, ўсё гэта пустаслов'е. Вось. Але калі трэба на спор агаліць галаву, тут Арцём мужчына слова. Вось. Ну, бо гэта нічога не каштуе, ніякіх высілкаў. Жонка, которая была ў кліпе, дастала машынку, вось. Ну і потым воласы атрастуць. Ну, то есть былы чыноўнік, блядь, з прэтэнзіяй на кіраванне протапарламентаў ператварае катастрофу, а такія, ну, выбары у координацыйную раду гэта катастрофа, это полный провал. Вось. Ён робіць такі чэлендж. Замест таго, каб адумацца, чаму гэта ігнаруе 99,9% беларусаў, он здымае тик-ток, блядь, ролики. Ну, вось такая перамога у Латушкі. Вот мне шкада, што Латушка з ним не танцевал. Если б еще Латушка наголо побрыўся, было ввогуле круто. Вось. Набрали, сколько яны там? Ну, 42. Знаешь, яны любяць пісаць адсоткі. Яны написали там 42%, пишут. Яны ж не пишуць голоса. Сябры, нагадаю вам, что у чате слушай, у ты меня, нормальном конечно, телеграм-чате извини. 2000 человек собрать, ну, это таки больш-менш нармалёвы канал. Вось. Ты меня, конечно, извини, но это как его... Там 2000 с мелочью не проголосовало по причине того, что 300 с мелочью это были только они сами. Ну, все ровно. Что-то было, может, кто-то голосовал. Вот. Ну, просто, бачыш, вельмі такая зручная пазіцыя. Перад беларускім грамадствам ніякіх абяцанняў няма, а башку сваю пагаліць. Гэта да, калі ласачка. Ну, блин, вот я бы сказал бы слово на букву «Д». Знаешь, Да, что мне да, да. напомнило это? Это Ну, когда... мне это напомнило, это когда Мартынова, это как его, призывала прийти голосовать на лукашенковский референдум в 2022 году, опять же, 27 февраля, поставить 2 крестика. Ты видел это видео, где она танцует и поет? не, я видел, как она в координационной раде на поседжании по столам там жопой ездила. Вот это. Ну, я завсёды думал, что она такая не в адеквате. И по ей как бы, ну, ведаешь, бачно, что и она такая хмельная фея, знаешь, такая, ух, душа компании, там на столах поплясать, там веселушная такая тетка, конечно. Ось. Так, ну Сейчас я что, найду 2 креста. что, у тебя есть что расповесці нашай аўдыторыі? Мы ўжо ў эфіры 20, амаль 2 гадзіны. Сябры, дзякуй, што вы з намі. Дзякуй вам за актыўнасць. Маньяк Брухан. А давай еще раз поставим его. Мне сподобалось. Давай, ты смотри, какой он классный. Сябры, Давай, давайте еще давай. Брухана на бис. Глядите. Оп. Everybody going out of the skin. See, we get to the end, but that's where we begin. You feel it? Mannequins and we breaking out and we breaking the codes. Similar to the jack who stole to the depths in your wet, so you take explosives to get it. Send your body to flight. Everybody got a target tonight. Everybody come along for the ride. All you studs and your duds and your ladies is fly. Grip the moment like you're gripping the earth. Feel a weight and you're feeling the girth. Now you get it, now you're feeling your worth. Fitness and you're using when everything you time. Ну, смешно, он похож на Человека-паука, как сказал, как этот, по образованию у нас министр, муж Розы Турарбековой. Говорит, похож на Спайдермена. Вось, ему можно одеть такі костюм купить чырвона-сіні, каб ён хадзіў на паседжанне спикером, был таким Человеком-пауком, и паутинкой так фу. Вау. Так, ну что, давай почитаем чат. Подожди, я Мартынову ищу, я хочу тебе Да, скинуть это. Мартынова, так. Так, что у нас тут? Квартиры дома в придачу. Так, Юра не падает. Тут, кстати, зашел Юра. Юра Чудинович. Ты не хочешь взять его в эфир? А ты видел, чтобы я эфиры вел в последнее время? Подожди, может быть, ты с ним захочешь провести эфир, сделать бомбу. У него же будет просмотров, у него за 3 часа 100 тысяч просмотров. Хорошо, бывает. Да, он нам показывал. Было 3 зрителя на эфире, а потом через час 100 тысяч просмотров. Ну, бывает. Так.
Вы знамениты, вас хоть КГБ называют, а меня почему-то все обходят стороной. Это Юра пишет. Федоронок это Лукашолка, да, это бабки Лукашолки. Вот, я думаю, что она, может, там самогонкой торгует, и тихонько выпивает там. Вот, и такие режет рилсы. Вот. Демократия в наше время есть самый эффективный и распространенный способ легитимизации политических процессов и политинститутов. Поэтому неважно, сколько избирателей. Ну да, им вообще, им просто треба гэта, каб атрымоўваць фінансаванне. І все, ім про ніякіх там людей, про народ нічога не трэба. Вы ж паглядзіце, хто там. Паглядзіце на блок Латушка. Все лукашисты, чиновники, федоронки, потом эта блогерша, которая за Лукашенко голосовала, ну, что ты смотришь все время, у тебя на рабочем столе она, Хиневич, да, этот, Кулеша, блядь, Его у меня... Кулеша. Потом, блин, возьмите эту новую фракцию политзневоленных. Этот Зинкович, которого забрали не лицензию, а право там працаваць за, блин, ну там в открытом доступе есть про его. Потом это Инна Широкая, которая там с грошима, с гэтыми попалась, которая голая себя там по интернету постит. Блядь, это просто идеологи какие-то. Ну, кому это надо? Это что, для чего, Анны? Это правильно Вирус сказал, что там дадут 600 тысяч долларов. Ну, шакаем, да? И туды понабежали. А все эти забуги, блин, в этой воле, бизнесмены, Турцевичи, бля, ну какая Беларусь? Ну, Манько, Росатом. Росатом разведка. Так. Блин, не Демократия. могу найти. Да ладно ты уже там не западай, испанский стыд. Подшимьон? Подшимьон. Ну, не знаю. Неужели Масловский похудел? Это не Масловский, это не Аишка. Нет, это не Аишка. Это он с жонкой сняли ролик. Поменять название КР на что-то другое формально будет все верно у Бекиша. Ну да. И он теперь на паседжаннях будзе як Фантомас. Так что с Кабановым, Витольд, завтра вечером в 7 часов для спонсоров приходи. Расскажу пару историй, которых никто не ведает, поставлю запись. Там он, кстати, про вируса говорит. И вот, я потом сделаю это, может, в заставку, как он на вируса гонит. Вот, сябры, сразу кажу, нічога... Подожди, это не те записи, которые у меня были, не? Нет. По тем Да? записям у меня еще будет вопрос. Это мы с ним размовляли. Сябры, сразу попередживаю, ничего личного. В плане, это только дела гражданские, в смысле гражданские, гражданско значимые, да, то есть это про канал, вот. Ничего такого личного, не подумайте, я не занимаюсь таким, что типа что-то там расповедать с личной жизни там. Нет, только что касается нашего канала, общественной жизни, то, что с нами произошло. Вот, потому что, ну, там есть цікавые моменты. Завтра я их озвучу. Витоль. Так, ну что, сябры, тады будем развитываться, я так думаю. Дякую, что были с нами. Чат мы почитали. Кто не поставил лайк, закликаю поставить. Вам, я кажуць, усё роўна, а мне прыемна. Вось, таму што гэта таксама, калі гэта ўплывае на алгарытмы Ютуба, ну, вельмі как бы круто. Глядзіць, прасмотраў у мяне мала. Вось, ядровая група прыкладна 100 чалавек. Вось. Ну, ўсё роўна гэта ну, даволі вялікая суполка, 100 чалавек. Это калі б уявіць, Я што вот я... все время, честно говоря, куда лайки деваются? Почему их опять 42? Было 49. Ну, не ведаю. Может, Кабанов пришел с Жигарем. А вы зря смеетесь над Бруханом, а зря. Хоть один из них ответил за свои слова. Ну, какие слова? Так это слова ни о чем. А об чым гэтые слова? Он Лучше бы он ответил за свои слова по поводу там, когда Матолька защищал и так далее и тому подобное. Вот за эти слова свои бы ответил. Или давай
Цукерберг, я табе нагадаю, што калі ён там узгадваў там пра мяне і пра Коршуна, казаў нехарошыя рэчы на Еўрарадыё, ну, не станоўчыя, да, што типа я дыскрэдытую каардынацыйную раду, я яму напісаў яму ў лічку і сказал: ну, Артём, давай паразмаўляем з табой, дзе хочаш, не абавязкова ў мяне. Ён сказаў, што нам не з чым размаўляць, то бок, ну, разумееце, да, то бок ён мне нешта Ну, кажа со пра мяне, языком там, дзе я, малолетним. подожди, не перебивай, там, дзе я не магу яму адказаць. А потым, калі трэба працяг размовы, ну, мне ж трэба, я ж публічная асоба. Ён кажа: а што, все, я не хачу нічога. Так што вы тут немножко как бы подменяете. Я вам скажу, что он просто долбоёб. Вот то, что он гэта зрабіў. Там яшчэ, ладно, там это Горихова или это, как её, Лиза там Прокопчик. Но так рабіць этому, блин, блядь, да ну его нафиг, что мы такое тут обмярковываем. Малолетнее сыкло. Вот. Так, ну што, сябры, дзякуй тады вам за ўсё і будзем развітвацца. Первым развітваецца вірус і уходит в украинский космос. Что, ребята, дякую за то, что вы пришли. Тем, кто поставил лайки, дякую вдвойне, а тем, кто напишет комментарии, вы вообще невероятные. Вот, поэтому ждем вас на следующей неделе на эфире. У меня на канале, как только узнаю, когда будет развитывание с Францием, я обязательно по этому поводу напишу. Вот. Место еще тоже неизвестно, потому что еще пока что только проходят экспертизы. Кто захочет купить венок, покупайте, я его завезу без всяческих вопросов. И живе Беларусь, слава Украине, и пора делать уже институт репутации для того, чтобы в белорусском медиапространстве вообще в Беларуси и в будущей, и в нынешней, и в любой такие вещи не повторялись, которые были с Веремейчиком, которые были с Францем, и которые могли быть еще с многими людьми. Политическое преследование не должно быть ни с каких сторон, да, в том числе и даже с той страны, которая называет себя демократической. Живе Беларусь, слава Украине. Всем пока. Пока. Ну, а я, паважаныя сябры, с вами таксама буду развітвацца. Завтра я запрашаю на свой эфир, который будзе ну, для спонсораў. Потым праз колькі дней я яго адкрою. Каб стаць спонсорам канала Народны рэпарцёр, сябры, трэба ўсяго $0,50 на месяц. Яшчэ раз вам скажу, вельмі вам удзячны. Мне вельмі прыемна выходзіць і размаўляць з вами. Спадзяюся, што гэта ўзаемна, што нейкую інфармацыю цікавую вы ад мяне атрымоўваеце. Сябры, зараз я вучусь на катэгорыю С. Скажу вам, што гэта проста нейкі жах, гэта зусім не то, што на Б. Можа, я ўжо стары, вось, і ведаеце, гэта грошы какой-то фундацыі еўразвяза. Можа быць, камусьці гэта патрэбна. Пішыце мне ў асабістыя, я вам дам каардынаты гэтай фірмы. Калі у вас нармальны кейс, як у іх там заявлена, то там размова ідзе пра дапамогу ў 10 000 еўра на одну асобу. Ну, только павінен быць кейс, там мусіць з турмой, ці што. Скажу, што у мяне праплочана за катэгорыю С плюс Е, заплочана, я вось уже вучусь, з кваліфікацыяй, з доступам на дарогу Е95, гэта каштуе 3000 еўра. І шчыра скажу, што С-то я зараблю катэгорыю, но вот это с прычэпам, что-то я сомневаюсь, но я буду как бы стараться. Но, блин, вось. Так што дзякуй вам вялікі ўсім. Жыве Беларусь, Боже, храні Амерыку, слава Украине. Будьте здоровья вам всего, будьте здоровы, бережите себе, выживайте. Спадзяюся, мы калі-небудзь вернемся у Беларусь. Нех жыве Польска.
сёння Петрухін, заўтра кожны з нас, пакуль працуе камера, праўда жыве ў нас. Жыве!